о матерях, дочерях, сестрах, женах и бабушках. Через трогательные истории из жизни ингушских женщин автор знакомит читателя с обычаями и традициями народа, его историей и недавним прошлым. В Национальной библиотеке состоялась презентация сборника очерков под названием «Мудрость женщины», автором которого является наша коллега Мариам Тангиева. Неоднократно освещавшаяся ранее деятельность Национальной библиотеки в 2022 начинается с нашего телеканала. Первое мероприятие открывает монография, пожалуй, самой патриотичной телеведущей ГТРК Ингушетия Мариам Тангиевой. В своих очерках наша коллега не раз освещала самые интересные и в то же время сложные и темные страницы истории ингушей. Первая публикация в прозе посвящена именно реальным героям, и можно сказать, что соавтором писательского труда является само время. Когда рассказывают наши бабушки историю, через что они прошли, и смотря на сегодняшнюю жизнь, мне кажется, неужели они это действительно прошли? Настолько это было, даже я бы сказала, жестоко, невыносимые, адские года, но они достойно прожили. Они достойно воспитали всю нашу молодежь. Сегодняшние наши отцы – это те дети, которые родились в высылке, выросли. На мероприятие по случаю презентации книги современного летописца пришли деятели культуры, историки и этнографы. У каждого из них есть свои рассказы, в том числе и очевидцев событий, однако труд Мариам Тангиевой по-своему уникален. В мудрости женщины все достоверно и соответствует истине, хоть она и не так велика, как в жизни, и не на ингушском языке, но и в этом есть свой замысел автора. Чтобы донести, чтобы услышали, смогли прочитать наше молодое поколение, я это решила написать на русском языке. Не знаю, как и что получилось, но «Мудрость женщин» называется эта книга. И мне кажется, вот эта мудрость женщин, эти женщины ведь воспитывают не только своих детей, они воспитывают народ, и это важно. И один момент хочу еще подчеркнуть, они так достойно прошли, потому что рядом были с ними настоящие мужчины, конхи. Свои пожелания автору высказали редактор издания Хаважна Костхоев, известные этнографы Султан Мережков и Лемка Агиева, а также представители Министерства культуры. Для того, чтобы у гостей было хоть какое-то представление о труде, чтение началось прямо на презентации при активном участии молодежи. Меня этому бабушка учила. Она говорила, что благородство, проявленное к мужчине, спасет женщину от многих неприятностей. Хоть я была старше Али всего ничего, но все равно он зауважал меня. Но, к сожалению, на других ее уважение не распространялось. Что же с него возьмешь, мальчишка? Безусловно, публикация книги – работа не для одиночки. Мариам Тангиева поблагодарила многих причастных, в том числе и руководство Национальной библиотеки. Год народного искусства и нематериального культурного наследия для учреждения, которое является центром духовного объединения и развития, начался интереснейшим образом. Хаджмурат Плиев, Тамерлан Ужахов, Дайни Тимурзиев, Вести Ингушетия.